Из Enterprise. Всем привет! И на этом видео я хочу еще раз дать некоторые рекомендации тем, кто хочет быстрее изучать хакасский язык. На что нужно обратить внимание в первую очередь, на какие части речи. Конечно, это местоимения мин, син, ол, писсерер, олар. Я давал эти таблицы. Вот надо будет заучить эти аффиксы. Например, я учитель, үгретші учитель. Мен үгретшібін, сен үгретшізің, ол үгретші, біз үгретшібіз, сіздер үгретшіздер, олар үгретшілер. Или возьмем, допустим, профессию имжі, врач. Мен имжібін, сен имжізің, ол имжі, біз имжібіз, сіздер имжіздер, олар имжілер. Или возьмем профессию адвоката. Мен адвокатпын, сен адвокатсың, ол адвокат, біз адвокатпыз, сіздер адвокатсар, олар адвокаттар. Это вот личное местоимение. Мин, син, ол, писерер, олар. Обязательно нужно в первую очередь выучить именно их. И тренируйте со всеми профессиями. Таблицы есть. Я вам давал. Так, второе. Обязательно нужно выучить аффиксы времен глагола. Обязательно. Например, я давал глаголы ежедневного пользования. Их нужно заучить, выучить. Допустим, усхун, просыпайся. А теперь нужно сказать «я просыпаюсь». Мен усхунчам. Син усхунчазың, ол усхунча, біз усхунчабыз, сірір усхунчазар, олар усхунчалар. Если вы выучите местоимение мин, там, сибдейзым, син сибдейзым, ол сибдей, тогда вам легче будет оперировать и вот с классом глаголов, где употребляются эти местоимения. Мин усхунчам, мин усхунчабын. Вот смотрите, я проговорил полную форму. Мин сибдейбін. Давайте так. Мин алжибын. Вот эту форму возьмем. Алжи – гость. Мин алжибын. Берем на твердую основу. А, О, У, И. Алжибын. Я гость. Мин алжибын. Мин бын. Да. А теперь мин усхунчабын. Опять этот же аффикс. Мин бын. Да. Усхун. Чаче, пчапче, вы помните в настоящее время. Минус чабын, миналжибын, минус чабын, то же самое. Вот для мин этот аффикс остается, в глаголах он тоже остается. Синалжизын, син ускчазын, опять. Алжизын, ты гость, син ускчазын, ты просыпаешься. Зын опять остается. Ол алжи, тут нет аффикса, да, он гость или она гость. Ол ускунща, то же самое. Аффикса нет, кроме аффикса настоящего времени. Ускунща просыпается. Теперь пис алжи быс, мы гости. Пис ускунща быс. И с глаголом то же самое. И таким образом эти аффиксы личных времен, местоимений, они употребляются и вот в этих случаях. В случае движения, да, в случае, когда местоимение коррелирует с глаголом. И, конечно, нужно будет заучить все времена. Аффиксы прошедшего времени, аффиксы будущего времени. И это нужно тренировать. Мен ускучабын, сен ускучазын, ол ускуча, пес ускучабыз, сірір ускучазар, олар ускучалар. Пар глагол. Мен паршабын, я иду, сен паршазын, ты идешь, ол парша, пес паршабыз, мы идем, сірір паршазар, они идут, олар паршалар. Сірір паршазар, вы идете, олар паршалар, они идут. И теперь смотрим дальше. Вы выучили класс глаголов. Это нужно потратить определенное время. Да. И следующая порция – это категория притяжательности. Там есть следующее местоимение. Миның, мой, синің, твой, аның, его, ее, пестің, наш, сірірнің, ваш, олырның, их. И у этих местоимений есть слова. Допустим, палы. Берем ребенок. Миның палам. Да. Миның, миның палам. Так, возьмем другое слово. Же, мать. Миның жем по мягкости. Пабам, отец. Синің жен, синің пабаң. Твоя мама, твой отец. Аның жезі, аның пабызы. Аның жезі, аның пабызы. Пістің жебіз, пістің пабыбыз. Наша мама, наш отец. Сірірнің женер, сірірнің пабыңар. Ваша мама, ваш отец. Олырның жезі, олырның пабызы. Категория притяжательности имеет очень важное значение.
Вот для начала нужно вот выучить вот эти вот 3 категории, важнейшие категории. Без них дальше двигаться нет никакого смысла. Вы хакасский язык не освоите. Бесполезно. Вот эти вот 3 класса явлений, еще раз повторяю, аффиксы личных местоимений, дальше аффиксы движений, да, глаголов и категории принадлежности. А дальше уже, после того, как вы освоили вот эти аффиксы, есть смысл дальше продолжать развивать речь. Там уже подойдут числительные, там уже падежные аффиксы и все такое. Это уже дополнительные компоненты для вот этих категорий. Это в хакасском языке. С вами был Сигдей Том с рекомендациями, как и что нужно изучать в первую очередь в хакасском языке.